Россия и Германия, Корея и Казахстан, Татарстан и Беларусь, Азербайджан и Узбекистан, Греция и Украина. Все эти 10 стран встретились на одной сцене 6 августа в Доме культуры «Мирас» на финале ежегодного конкурса «Мисс Этнокостанай-2016». Его уже третий год подряд проводит городская газета «Наш Костанай». Главной изюминкой конкурса является то, что участницы представляют не свою национальность, а другие этносы. Какие – решает жеребьевка. Так, в 2014 году победительницей первого конкурса стала Евгения Шпарковская, представлявшая Беларусь. В прошлом году Назыма Наятова, которая представляла Германию. Цель девушек – узнать о выпавшей ей стране как можно больше, окунуться в культуру и изучить обычаи и традиции другой национальности. В течение 2 месяцев на страницах газеты «Наш Костанай» выходили публикации, где участницы рассказывали о национальности сквозь призму своей личности. Но самым большим испытанием для них стало участие в финале, ведь их ждало 3 конкурса – творческий, интеллектуальный и дефиле. Лучшей, по мнению компетентного жюри, стала представительница Узбекистана Айдана Умиржанова. Она получила корону победительницы от косметической компании Mary Kay и приз 50 тысяч тенге от газеты «Наш Костанай». Айдана – профессиональный музыкант. Сейчас работает на местном телеканале, ведет передачу о музыке. Любит не только петь и танцевать, но и изучать языки. С удовольствием занимается спортом, увлекается волейболом. Является обладательницей гран-при в номинации «Вокал» на международном конкурсе «Босторгай». В 2012 году была признана лучшей певицей на фестивале в Кокшетау. А в прошлом году принимала участие в конкурсе французской песни «Франкофон в Астане». Айдана признается, что победа в «Мисс Этнокостанай-2016» стала для нее приятной неожиданностью. Звание вице-мисс Этнокостанай получила солистка танцевального коллектива «Костанайские зори» Алия Сулейменова. Девушка представляла Украину. Сделать невероятно красоты творческий номер участнице не составило труда, ведь она является хореографом в городской школе детского творчества. Поддержать своего преподавателя пришли ученики, и вместе они исполнили украинский народный танец. Мисс Элегантность стала Полина Шпехт. В своем лице девушка представляла Корею. Она подготовила фееричное неоновое шоу. Ее творческий номер был одним из лучших представленных на сцене в тот вечер. Также зрителей поразил и костюм Полины, который она продемонстрировала на дефиле. Это действительно был выход корейской принцессы. Кристина Нартайлакова, представлявшая Азербайджан, стала обладательницей титула «Мисс Традиция». Девушка исполнила народный танец и покорила жюри своей пластичностью. Девушка, которая получила сразу 2 титула «Мисс Талант» и «Мисс Выбор читателей», стала представительницей Казахстана Маргарита Бурая. В зрительском голосовании, которое прошло недели ранее, красавица получила 180 голосов от своих поклонников. А на самом финале у Маргариты была самая активная группа поддержки. «Мисс Дива» стала представительницей Беларуси Ангелина Ашаева. Будущий педагог в творческом номере рассказала историю любви своих родителей, чем растрогала не только зрителей, но и жюри. А представительница Германии Мадина Ержасова, ставшая по итогам выбора жюри «Мисс Фотогеничность», наряд для дефиле сшила своими руками. Екатерина Славинская, представлявшая Татарстан, сыграла на фортепиано и получила титул «Мисс Экзотика». «Мисс Шарм» стала Айнура Даукенова, которая представляла Грецию. Она покорила жюри своей харизматичностью и безупречным исполнением песни на греческом языке. За невероятно трогательный танец звание «Мисс Грация» получила Зарина Муканова. На конкурсе «Мисс Этнокостанай» она представляла Россию. Все участницы получили призы от спонсоров конкурса, а также букеты от бутика «Доставка счастья». Дарья Щербакова, Нуржан Смаилов, газета «Наш Костанай».